Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, какое наказание получили обвиняемые в убийстве 2 человек и покушении на свидетелей преступления. Мы считаем, что суд откровенно грубо проигнорировал те доводы защиты, которые были сказаны в судебном заседании. Верховный суд вынес обвинительный вердикт. Сбил 2 человек и скрылся с места происшествия. Какой приговор получил нетрезвый водитель? Покажем, что стало причиной ночного переполоха на улице Октябрьская. Вот где гарантия того, что там не взрывное устройство? На место были вызваны полицейские и спасатели. Чем все закончилось? Это и не только в ближайшие 10 минут. Убили 2 человек и пытались сжечь все следы преступления вместе с телами. Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении 43-летнего Алмаза Сабитова и 37-летнего Сергея Ларина. По версии обвинения, они поссорились с хозяином квартиры, после чего решили его убить, а заодно и всех свидетелей преступления. Какое наказание получили подсудимые, знает Рамиль Шайдуллин. Устраивает вас приговор или нет? Да. Без слез Александр Обухов вспоминать ту роковую ночь не может. Он был единственным, кто выжил при кровавой расправе. Мужчина жил со своим братом-близнецом Сергеем и подругой Эльмирой Хабибрахмановой по улице Дежнева. Как считает обвинение, в ночь с 17 на 18 марта к ним в дверь постучались ныне подсудимые Алмаз Сабитов и Сергей Ларин. Хозяин квартиры Сергей Обухов не хотел впускать незваных гостей в жилье, но те все же вошли в дом. После застолья мужчины решили наказать негостеприимного мужчину и начали его избивать. Гости несколько раз ударили Сергея ножом и вилкой. Остальных свидетелей преступления связали скотчем. После совершения убийства злоумышленники подожгли дом и скрылись, при этом оставив в горячем помещении одного из потерпевших. Спасти жизнь одному из потерпевших удалось благодаря соседям, которые, заметив огонь, оперативно вызвали на место спасателей и медиков. К моменту их приезда Эльмира Хабибрахманова и Сергей Обухов уже были мертвы. Они отравились угарным газом. Александра же увезли в больницу, где он несколько недель пролежал в коме. После того, как он пришел в себя, мужчина дал показания. По статьям 296, 300, 307, 308, 39 суд приговорил. Алмаза Сабитова суд приговорил к 23 годам лишения свободы, тогда как Сергея Ларина к 20. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Адвокат одного из подсудимых с приговором суда не согласна. Она считает, что наказание слишком суровое. К слову, на его обжалование у сторон есть 10 дней. Мой подзащитный свою вину в совершенном не отрицал. Но мы считаем, что суд откровенно грубо проигнорировал те доводы защиты, которые были сказаны в судебном заседании. Весь приговор, он основан на показаниях лица потерпевшего Обухова Александра, который состоит на учете у психиатра с диагнозом умственная отсталость легкой степени, то есть олигофрения. Приговором суда остался доволен отец погибшей, но сейчас мужчину беспокоит дальнейшая судьба внучки. 4-летняя девочка находится в детском доме. Дедушка планирует забрать ребенка и оформить опекунство. Вот на будущее хочу к себе. Все домашние условия, чтобы готовить там это время. Там школа, садик типа рядом. Также суд обязал подсудимых выплатить моральную компенсацию родственникам и пострадавшим по 1 миллиону рублей Рустему Хабибрахманову и Александру Обухову. Рамиль Шайдуллин, Ленар Геннатуллин, Ильнар Хатыпов. Вызов 112. В Московский районный суд передано уголовное дело в отношении 70-летнего пенсионера, сбившего насмерть 2 человек в Казани. Напомним, трагедия произошла днем 11 сентября на проспекте Ибрагимова. Мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, превысив скорость, сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку и ее 35-летнюю мать. В результате аварии ребенок от полученных травм умер на месте. Ее мать скончалась в машине скорой по пути в больницу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до 7 лет. Свою вину обвиняемый полностью признал. За смертельный наезд на 2 женщин в Альметьевске осужден 28-летний житель Башкортостана. Как следует из материалов уголовного дела, 30 августа этого года подсудимый сел за руль автомобиля ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по улице Шевченко, автомобилист сбил 2 женщин на регулируемом пешеходном переходе. Более того, ранее судимый мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. В результате аварии обе пострадавшие скончались еще до
до приезда медиков. Суд приговорил подсудимого к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили водительских прав сроком на 3 года. Пожарные, полицейские и группа быстрого реагирования экстренно прибыли в один из продуктовых магазинов на улице Октябрьская. Причиной тому стали подозрительные сумки, оставленные в торговой точке. Приехав на место, стражи порядка вызвали кинологов и следственно-оперативную группу. Однако вскоре дело приняло неожиданный поворот. Почему, знает Алина Мусина. Кто эти сумки доставил? О бесхозных сумках, оставленных в продуктовом магазине на улице Октябрьской, сообщила продавщица торговой точки. Она позвонила по единому номеру вызова 112. На место оперативно прибыли экстренные службы. Прибывшие на место происшествия полицейские решили вызвать кинологов и следственно-оперативную группу. Однако вызов в скором времени пришлось отменить. За сумками вернулся хозяин. Мужчина явно был удивлен такому повороту событий. Вот где гарантия того, что там не взрывное устройство? Понимаете, у нас какой бдительный народ? Понимаю. Что за сумка у вас? Просто обычно с вещами. С мужчиной провели профилактическую беседу. Во время нее хозяин сумок пояснил, что оставил вещи в магазине ненадолго. При этом он забыл предупредить продавщицу. Мужчина написал объяснение, после чего смог забрать свои сумки. Вероятнее всего, оставлять свои вещи без присмотра он больше не будет. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Mazda Фамилия и Mazda 3 модели столкнулись на улице Арбузова. Последний в результате аварии вылетел с дороги и прибил металлические ограждения. Возможно, от серьезных травм участников аварии уберегли сработавшие подушки безопасности. К слову, оба водителя не пришли к единому мнению о причинах аварии. Высока вероятность, что теперь их ждет разбор в госавтоинспекции. Один человек погиб в результате аварии в Аксубаевском районе. По предварительной версии, на 82-м километре автодороги Чистополь-Нурлат водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» превысил скорость и въехал в стоящий на дороге грузовик КАМАЗ с прицепом. В результате аварии 49-летняя пассажирка легковушки получила травмы, несовместимые с жизнью. 2 человека попали в больницу после необычной аварии, произошедшей в Альметьевском районе. Рено Дастер вылетел в кювет на 27-м километре автодороги Заинск-Бухарай-Урсаево-Альметьевск. По первоначальным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость. Передняя часть транспорта ударилась о подпорку столба электропередачи, а заднюю часть по инерции занесло в бетонный столб. В результате столкновения пассажиры в возрасте 54 и 56 лет получили различные травмы и были доставлены в больницу. Не оплатил штрафы и расстался с автомобилем. Судебные приставы при содействии сотрудников госавтоинспекции арестовали транспорт неплательщика. Мужчина задолжал 35 тысяч рублей. Такая сумма набралась за неоднократное управление автомобилем без водительского удостоверения. Ленар Геннатуллин продолжит. Здесь в кузове имеется видоизъявка. «Лада» 12-й модели находится на штрафстоянке с мая этого года. Тогда же инспекторы в первый раз остановили водителя, который управлял машиной, не имея на то права. Позже этот же молодой человек попался за аналогичное нарушение 2 раза. В каждом случае он был на новом транспорте. В итоге мужчина не оплатил штрафы на общую сумму в 35 тысяч рублей. Данное транспортное средство в течение 10 дней будет находиться на ответственном хранении у должника, после чего, если данную задолженность он не оплатит, соответственно, транспортное средство будет передано на реализацию. Деньги уйдут на погашение долга, а оставшиеся средства возвратят хозяину. Такие операции будут продолжаться еженедельно. Все это прослеживается. Также у госавтоинспекции имеется отдельный список должников, чей долг составляет более 50 тысяч. По ним работа ведется более детально. Нарушителей, чей долг превышает 30 тысяч рублей, только в одном районе Казани порядка 200 человек. Ленар Геннатуллин, Ильнар Хатыпов, вызов 112. 2 жителей Казани оштрафовали за дрифт и завтрак у городской ратуши. Ранее в интернете появилось видео, как в центре города автомобиль Nissan, нарушая правила дорожного движения, совершал круговые маневры вокруг стола, за которым в это время сидел молодой человек. Акция молодых людей привлекла внимание не только пользователей соцсетей, но и сотрудников госавтоинспекции. После установления личности с молодыми людьми провели профилактическую беседу. Они пояснили, что таким образом снимали клип. Как итог, обоих казанцев суд приговорил к штрафу в размере 10 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Впредь таких инцидентов не допущу. Свою вину, своей виной согласен. Хочу извиниться перед жителями этого города за то, что принес неудобства. И впредь хочу сказать, что несанкционированных мероприятий с моей стороны больше проводиться не будет.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.